Столетие отмечает Государственная горно-спасательная служба России. Сегодня подразделения военизированных горно-спасательных частей МЧС расположены в 32 субъектах Российской Федерации. Буквально везде, где ведется добыча полезных ископаемых и есть шахты. Коми обслуживает военизированный горно-спасательный отряд Печорского бассейна. О буднях его подразделения Ярихского военизированного горно-спасательного взвода расскажет Виктория Науменко. Сигнал о задымлении в шахте поступает на пульт дежурного. С этого момента счет идет на минуты. Первая шахта, 1-3 до север. 1-3 до север. Гидовари пожар. Понял. Темнота, замкнутое пространство, спертый воздух, дым, несколько килограммов обмундирования на плечах. Условия максимально приближены к реальным. У Ярихского военизированного горноспасательного взвода идет тренировка в учебной наземной шахте. В реальности ко всему этому добавляются 200 метров земли над головой, часто высокая температура и влажность. И абсолютно всегда работа на опережение. Людей в таких условиях важно спасти как можно скорее. Дорога каждая минута. У нас тренировки каждый раз проходят, так что мы готовы всегда. Настраиваться особо и не надо. Физически тренируемся? Физически тренируемся, естественно, тренировки проходят. Основная задача представителей этого подразделения – всегда быть в полной боевой готовности. Аварии в шахтах и на производственных объектах, к счастью, случаются редко, но расслабляться горным спасателям нельзя. Запоминается каждый вызов. А один из последних случаев чудесного спасения человека стал местной легендой. При аварии на первой шахте, может быть, не знают, это впервые в истории у нас в России мы вытащили человека со скважины с глубины более 200 метров из шахты, с аварийного участка, где пожар бушевал, скажем так. Вытаскивали долго, зимой, на улице температура воздуха отрицательная. Время защитного действия самоспасателя у человека уже заканчивалось, и нужно было принимать решение срочно. Приняли такое решение вытаскивать по вертикальной скважине, потому что со стороны шахты подойти мы к нему не смогли. Каждая смена горного спасателя – это тщательная подготовка к опасной работе в сложных условиях. Занятия в тренажерном зале, тренировки на выносливость и координацию в респираторах под наблюдением врача. Ежедневное поддержание формы здесь похоже на подготовку космонавтов, не меньше. Тренировка в респираторах с нагрузкой с физической. Блочные динамометры, вес груза 20 килограмм, поднимается груз на высоту 1,20 м. Работает парогенератор, здесь выходит пар и тепловая пушка. Температура 40 градусов, влажность 80%. Но физическая форма не единственное обязательное условие в работе горного спасателя. Важна психологическая устойчивость. Поэтому все новички, прежде чем приступить к работе, проходят штатного психолога. Было много тестов, письменные, устные, на внимательность, личная беседа с психологом. И по результатам этих тестов психолог уже выносил свой вердикт. А еще важен характер. Без силы духа под землей работать невозможно, говорит Евгений Баранников. И в доказательство приводит пример. Спасенный из 200-метровой скважины шахтер профессию не сменил, не сломался. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.